Передается от Абу Хурейры: «Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: если постараться образно представить меня и моих последователей, то вот пример. Человек разжег костер, а мотыльки летят на его свет и гибнут в пламени. Я держу вас своими назиданиями за пояса, чтобы вы не оказались в огне ада. Но вы безрассудно бросаетесь в огонь, греша и игнорируя наставления, подобно мотылькам». Почему я оставил музыку? Невежество насекомых можно сделать примером для человека, как насекомое одурачено ярким светом ловушки, которая в конечном счете уничтожит его. Также и человек одурачен яркими огнями этого мира. Хотя много людей было одурачено в прошлом, некоторые из них справились с этим и сбежали от огня до того, как он их поглотил. Меня зовут Айман, мне 26. Пару лет назад я был клубным промоутером, танцором и известным в СМИ. И делал многое, что неправильно в этой жизни. Я был ослеплен шайтаном, блеском и гламуром. Я думал, что быть тем, кем я был, танцором, прыгать в круг и ловить на себе взгляды, заставлять людей аплодировать и подбадривать. Я думал, это было гламуром. Я думал, это как вау, как прорыв. Мое имя Нур. Раньше меня звали Ной. Айман – мой лучший друг. Я знаю его со старшей школы. Мы привыкли отрываться вместе, делать все вместе. Были промоутерами, фестивали, все дела. И в то время, пока ты там, ты наслаждаешься этим, окружающей обстановкой. Девушки набрасываются на тебя. Огни, музыка, сердце стучит, мурашки по коже. Вы знаете, это действительно приятное чувство, которое каждый бы хотел испытать. Шайтан сделал красивым все вокруг меня, от женщин и до денег, приобретать больше. Он сделал это настолько привлекательным, что ты хочешь еще больше. И если ты получаешь чуть-чуть, то ты не удовлетворен. Ты хочешь еще больше. Я всегда думал про себя, что могу отрываться каждую ночь. Ночи со среды на воскресенье, только вечеринки и тусовки. Встречаешь людей и общаешься. И я не причинял никому вреда в то время, как на самом деле я причинял вред самому себе. С таким образом жизни из нон-стоп вечеринок, музыки и танцев прошло не так уж много времени, когда оба, Айман и Нур, осознали пустоту, которая скрывалась за всем этим блеском и гламуром. Из ночи в ночь ты выходишь в свет, ты думаешь, что у тебя была классная ночь, но как только ты кладешь свою голову на подушку, ты ощущаешь пустоту в сердце. Вы знаете, ты просто идешь спать, и все, что ты делал до этого, было лишь тратой. У меня была действительно долгая ночь, и я думал на следующий день, когда проснулся в своем отеле, я просто стоял полчаса, потом сел и думал, и это есть все, и это есть жизнь, работа с понедельника по пятницу и развлечения по субботам, и я думал про себя, должно быть что-то большее. Время пришло, и я начал осознавать, чем я занимаюсь. Знаете, какая у этого цель? Почему это происходит со мной? И когда я начал осознавать, я даже сел, и до сих пор помню этот день. Я только вернулся с ночной вечеринки, уснул, проснулся и сидел в кровати, буквально, без шуток, полчаса, просто желая знать, что происходит, когда приходит смерть, сама смерть, когда она приходит и забирает тебя. Что происходит после этого? Увлекла вас, о люди, страсть к приумножению, благам этого мира, пока вы не навестили могилы, пока не настигнет вас смерть. И тогда я стал меняться, и начал осознавать, и начал посещать лекции. В то время, когда я пришел к этому решению, я планировал пойти на один действительно крупный музыкальный фестиваль, на котором я был за год до этого. У меня был билет, он был при мне, и за неделю до этого мне предлагали более $500 за него. Даже некоторые мои друзья приходили ко мне с деньгами после того, как узнавали, что я разместил на Фейсбуке, что больше не хочу идти. Но я знал, что только один путь даст мне почувствовать, что я отпустил это – сжечь билет. И я сжег его. Однажды после работы я просто вышел на парковку, бросил его на землю, взял у кого-то зажигалку и просто поджег его. Наверное, это было лучшее чувство, которое я испытал и по сей день. Вскоре после этих изменений оба, Айман и Нур, осознали, что будут необходимы жертвы, которые необходимо будет сделать, и что шайтан будет ждать их возле каждого порога.
Одна вещь, которую я понял, находясь в этой ситуации, это то, что шайтан, дьявол, пугает тебя тем, что ты останешься один. Знаете, он пугает тебя, что если ты оставишь свой круг общения, у тебя не останется никого, что совершенно ошибочно. С одной стороны, это были только Нур и я, как приятели, как братья, но потом, через ислам, когда мы стали практиковать нашу религию, мы начали понимать, что братство становится все больше. 10 возросло до 20, 20 до 30, 30 до 40, 40 выросло до такого количества, что невозможно сосчитать. Иногда ты идешь на намаз, в другую мечеть, которая совершенно выходит за пределы твоего района, и ты встречаешь кого-либо, кто видел тебя до этого, или ты видел их, и они такие: «Я помню тебя, брат, я видел тебя на таком-то собрании, или мы встречались на таком-то ужине, или мы встречались на таком-то сборе средств». Это потрясающее чувство. Этот человек подошел ко мне просто сказать привет. Он не хочет ни денег от меня, не хочет славы, он просто хочет поговорить со мной, потому что это то, что представляет из себя ислам – любовь. Сладость веры медленно падала в их сердца, и за последние 3 года плоды их труда начали окупаться. Альхамдулиллях, братья. Прошедшие 3 года были прекрасными для меня. Альхамдулиллях. Аллах, свят Он и велик, пригласил меня в хадж в 2011 году. Это был опыт, который я никогда не забуду. Я также взял с собой свою мать. Альхамдулиллях. Я был в нескольких разных странах с целью распространить религию Аллаха. Во Франции, Новой Зеландии, Австралии. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас: тот, кто был лучшим во времена джахилии, лучше в исламе. Для того, чтобы понять это в целом, что случилось дальше в их путешествии. В прошлом году я и мой брат Нур отправились на один большой ежегодный фестиваль, и мы пошли туда призывать людей не входить внутрь, чтобы спасти их. В прошлом я обычно звал их на фестивале зайти и наслаждаться, скидки и прочее. И мы думали, что таким образом мы освободим себя от того, что сделали раньше. Знаете, раньше мы призывали людей войти туда, внутрь, так что мы пошли и призывали людей держаться подальше. Потому что мы были там, мы знаем, каково это. Потому что мы прошли через это раньше. Айман и Нур не первые, кто делает подобные изменения, и, конечно же, не последние. Однако, несмотря на их усилия, много мусульман все еще тонут в таких же ловушках и проваливаются в яркие огни этого обманчивого мира. Это обжигает сердце, когда знаешь, что твой брат мусульманин, и иногда сестра мусульманка все еще в этом. И это обжигает, когда ты знаешь, что не можешь сделать ничего, кроме того, чтобы попросить Аллаха направить их. Потому что мы умрем в таком положении, в невежестве, безразличии, каков будет наш конец. Так что это серьезное наставление от меня. Вернитесь к Аллаху, пока еще не слишком поздно. Просто убегайте, убегайте от огня, потому что это просто того не стоит. To turn except to you, I turn to you, begging you to be saved, unchain me into an obedient slave. I've been doing all my life what I crave. Shaitan and I have always held me enslaved.